Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии Мунивер Гафарова много лет изучает возбудителей, опасных для человека инфекций. С 1996 года она начала свои научно-исследовательские труды по теме «Средиземноморская пятнистая лихорадка». В 1994 году я защитила докторскую диссертацию под руководством академика Тарасевич Ирины Владимировны. И понимая, что после окончания докторантуры я поеду в свой Крым, она мне сказала: деточка, а ты знаешь, что в Крыму есть такое заболевание, как марсельская лихорадка? Вот я тебе советую присмотреться и помнить о том, что эта инфекция есть в Крыму. В 1996 году в Сакском районе, 29-й километр, случилась вспышка заболевания неясной этиологии. При осмотре больных, мест их потенциального заражения, мы установили следующий факт, что да, это люди пожилого возраста, в основном укусы клещами были отмечены в районе дач, где они содержали очень много собак, как своих, так и очень много бесхозных животных. В связи с чем у меня мелькнула мысль, что, возможно, это марсельская лихорадка. Официально ее по классификатору это средиземноморская пятнистая лихорадка. То есть в результате исследований, тогда проводились серологические исследования, было подтверждено наше подозрение, что все-таки это та самая лихорадка. Каждый год ученые собирали клещей для новых исследований, обследовали больных на наличие вновь выявленных возбудителей, переносчиками которых являются клещи. Исследования проводились в разных регионах Крыма. Клещей мы собирали с животных, это значит вручную идет сбор в перчатках, с коров, баранов, коз, собак в первую очередь, кошек, ну, откуда нам удавалось. Выяснилось, что, в общем-то, прибрежные районы, близкие к морю, наиболее часто регистрируется заболеваемость. Это Севастополь, Керчь, Феодосия, Саки, Евпатория, Ялта, Алушта, то есть вокруг полуострова. А вот в глубине мы проводили контрольные исследования полуострова, ну, северные районы Крыма. Мы там не обнаружили ни клещей зараженных, ни заболевших людей. Благодаря многолетним исследованиям удалось обнаружить новые виды внутриклеточных паразитов и клещи других видов. Наши исследования в 2018 году закончились обнаружением 7 новых риккетсий в клещах, которые мы собирали. Но при сборе клещей попадались клещи и других видов. То есть они объединяются в такое семейство, как иксодовые. Вот мы параллельно изучали и другие иксодовые клещи, патогенные, не патогенные для человека, которые вызывают совершенно другую клинику. Изучаемая долгие годы Мунивер Гафаровой марсельская лихорадка была обнаружена только в Крыму. В городе Севастополе в 1936 году профессором Алымовым были описаны первые 8 случаев заболевания у моряков, прибывших после плавания. Дальнейшие исследования показали, что люди болеют, и, в общем-то, Севастополь – поставщик этого заболевания. После укуса клеща через определенное время у человека может возникнуть недомогание в виде температуры, головной боли, слабости, понижения аппетита. Через определенное время, 2-3 дня, может появиться сыпь по всему телу самого разного характера. Сказать, что это заболевание очень сложное, тяжелое, я не могу. Хотя преобладает средне-тяжелой формы. Люди практически от этого не умирают. Новосибирская лаборатория Vector Best помогла идентифицировать обнаруженных на полуострове внутриклеточных паразитов. И новые виды возбудителей инфекций уже зарегистрированы в Международном банке данных. Мунивер Гафарова регулярно получает предложения о сотрудничестве в изучении насекомых от ученых из различных стран. И вот наша публикация в 2023 году в журнале «Патогены» вызвала такой бум, шум. Мы получили приглашение участвовать в конгрессах в Японии, в Штатах,
в Италии, во Франции. Да, результаты, полученные нами вот в ходе наших исследований с 16 по 22 год, позволили нам депонировать возбудители в мировой генбанк о том, что на территории Крыма выделены такие-то рикетсии, и нами депонирована еще боррелия. По словам Мунивер Гафаровой, она со своими студентами и далее будет заниматься комплексными и масштабными исследованиями и вносить свой вклад в науку своей родины. Для науки Крыма это очень важно. Это полуостров с разнообразной географией, ландшафт, морской средиземноморский климат и возможность завоза самых разных инфекционных заболеваний. Получаемые, намеченные нами программы позволяют мне внести определенную лепту, вот как ученого, который приехал в Крым на свою родину и пытается хоть что-то сделать для нее, потому что каждый в своей профессии должен что-то делать для того, чтобы внести в лепту, в культуру, в науку нас, как крымских татар. Вообще в науке не может быть национальности. Я думаю, что я таким образом могу сделать что-то и для мировой науки.